Шафиуллина. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вчера я вам выставил маленький ролик «Исполины в Чечне». А сегодня я постараюсь вам, специально выезжая на этот объект, более подробнее, поочередно выставить несколько роликов на тему исполины в Чечне. Изучением этого объекта со временем мы определим, допотопная это цивилизация или послепотопная. А пока трудно определить, допотопная это цивилизация, о чем я говорю, или послепотопная. Но по всей вероятности, мне кажется, что это послепотопная цивилизация, времена исполинов, когда рост человека был более 10 метров, до 20 метров, скажем. И вот видя вот эти мегалиты, явно видно, что это люди не нашего роста. И буквально такие большие мегалиты, видимо, технологии у них были другие. То есть подъемные краны, резные аппараты. Это не только у нас в Чечне встречается, почти по всему миру. Вот, зайдя в YouTube, сами поймете, о чем я говорю. Вот эта цивилизация, она же не могла мимо пройти наш Кавказ. И поэтому мой вопрос, вот эти Дадиков, о котором я говорю, это времена буквально более 10 тысяч лет. Я так скажу, более 10 тысяч лет. Это времена великанов. То, что мы видим около Гудермеса, я вам показывал, еще раз выставлю вот эти места. Явно видно, что эти места кем-то умышленно были уничтожены. По следам, по остаткам видно, что некоторым людям позволили, даже это по советское время, я имею в виду 60-е, 70-е годы, сделать каменоломню. То есть эти объекты были умышленно разрушены, и людям позволялось добывать оттуда камень. Ну, естественно, и государственные учреждения строили жилье из этих мегалитов. Явно остались следы людей, которые занимаются добычей камня. Но заброшена каменоломня поспешно, по нашим выводам, поспешно просто взяли и бросили. Видно, что что-то их напугало. То есть людей, которые добывали камень на этой каменоломне, да, не один раз даже, их что-то напугало, и они бросили это место. По всей вероятности, я и мои друзья, мы считаем, что дракон живой, и это существо охраняет это место, не позволяет досконально отутюжить. И мы находим вот эти мегалиты и выставляем их на ваш суд. Говорите ваше мнение, как вы думаете. Вот, уважаемые подписчики, я, конечно, как некоторые, не прошу, не упрашиваю, чтобы вы подписывались, а потому что мой канал не такой развлекательный, как другие каналы. Это чисто такой научный канал. Здесь не всем интересно, особенно, я считаю, вот таким детворе не так интересно. Нет никаких фейков, пранков нет там. Это чисто, я считаю, своих подписчиков
своей командой, научной командой, независимо какое у него образование или какой возраст. Те люди, которые интересуются, подсказывают мне, пишут комментарии, обсуждают со мной вместо вот это. Я считаю, что вся эта работа сделана в основном вами. Я только как инструмент, который, значит, в ваших руках могу превратиться и в негатив, и в позитив. Все зависит от вас. Пользуясь случаем, я благодарю вас всех за поддержку и материально, и финансово, и физически. Как можете, вы поддержите. Большое вам спасибо. Некоторые пишут мне, если возрастом чуть-чуть были молодыми, стали рядом, изучали и так далее, что делаем дау за вас и так далее. Большое спасибо вам. Ваши дау и пожелания, они все равно Всевышний видит их и помогает нам, оберегая от всяких невзгод и тех ловушек, которые расставлены негативными силами. Большое вам спасибо еще раз. Вот сегодня я постараюсь вам показать место на границе Энгеноя и Гордона. Гали-Берг называется. Если перевести на русский язык, возвышенность, где крепость нельзя сказать. Почему? Потому что крепость это по-чеченски Габ, а это Гали-Берг. Значит, какое-то сооружение было там, как замок. Значит, это после пристани, который я тоже, значит, сделаю несколько минут записи. Я на это место постоянно возвращаюсь уже раза, наверное, 3-4 я выкладывал это в YouTube, это место. Еще раз вам покажу очень уникальное место, где явно виден кусочек этой закладки. Также мы нашли, значит, в других местах продолжение этой кладки, начиная от Гёделги, потом идет Елхоймо, селение Пилки, и вот так вот Кверенбенье. Есть такое место, вот я показывал вам, еще раз покажу. Потом вот эта полоса, значит, идет Эртенкорта, Гюна, и туда закрывается вот это ущелье, в буквальном смысле. Это значит по федеральной трассе с левой стороны, правда плохо видно, вы видите эту возвышенность со стороны Гудермеса. Мы сейчас едем в сторону Курчелой. Вот, смотрите, с левой стороны вы видите вот эту возвышенность. Прямо на этой возвышенности есть остатки этого города, о котором я говорил. Чуть ниже более поздние врата, но от них ничего не оставили. Это мы не видим. Чуть слева вот с Гудермеса на Ирстанюр идет дорога, буквально с правой стороны, где резиденция президентская, прямо на возвышенности была крепость Гордона. Эту крепость описывает Лев Николаевич Толстой в своем произведении «Рубка леса», 1856 год, как первое поражение имама Шамиля. В тот же день он описывает, что они уничтожили несколько аулов, в том числе и Дади-Юрт. А этот Дади-Юрт, значит, находится прямо у Терека. Это самое позднее, скажем, название вот этой местности. Но нельзя забывать об упоминании некоторыми
историками, которые пишут про дадиков, слияние 3 рек, название этих рек, вот, и, естественно, название местности. До сих пор название этой местности около Гудермеса называется Борган-Дьячу. Опять ее не видно. Мы сейчас только видим вот Илсхан-Юрт, вот это самое возвышенное, самое высокое место в этой местности, где есть эти остатки дадиков, вот этих ворот. И эти ворота закрывали залив, который был в этой стороне. То есть где вон там, вот сейчас вот видно, если получится подтянуть в самое крайнее место, видишь он? Вот это я открою. Вон светло. Вот на этой местности, это место называется Гордалой-Гап. То есть место, где крепость Гордала. Вот это место называется Гордалой-Гап, а это село Илсхан-Юрт. Прямо Гудермес с той стороны. Мы Гудермес не видим сейчас. А вот. Вон он, Гордалой-Гап. А с левой стороны это Илиновская сторона, вот эта сторона. Там тоже, значит, была часть этого города. Этот город был большой. В нашем понятии, если город Грозный сегодня по длине около, ну я точно не помню, 20-30 километров, то этот город был где-то 60 километров. Начиная от Илиновки, я сказал бы, и до Борган-Дьячу привезли в Хасавюрт. Вот я, значит, сегодня показываю это место еще более удобно. Вот представьте себе, вот это местность, которая идет, так сказать, вот оттуда, вот, Новогродный, Почертовский, вот это. Это все, значит, те места, где был этот город. Даже есть там остатки более поздних поселений, ордлоевцев, беноевцев, орлой, разных вот этих. Еще стоят надгробные камни 18-17 веков, стоят там, заброшенные могилы старые. Я их вам на днях тоже постараюсь показать. А вот это место, где я, значит, где мы сейчас едем, где проходит эта федеральная трасса, с правой стороны Бачи-Юрт, Мойртип, вот это село, покажи вот с правой стороны. Буквально вот. С правой стороны мы видим Эртенекорт, если подтянуть, вон высокое место. Эртенекорт. Там, значит, тоже были сооружения в те времена. Я говорю, более 10 тысяч лет. Вот представьте себе вот это место залив. Здесь море стоит. Вот смотрите, камеру ведут неправильно. Сейчас постараюсь. Вот это Орлой. Вон там вы видите Бачи-Юрт. Вон вы видите Эртенкорта. Я по мере возможности так пытаюсь вам показать, не получается. Вот это кругом. Представьте себе залив. Здесь, где мы едем, значит, высотой 50 метров вода. Вот, значит, вот в этой местности, когда ученые заинтересуются, мы покажем места, где можно раскопать, выкопать в буквальном смысле захоронение великанов. Особенно вот в этой местности. Но это уже когда ученому миру дадут разрешение делать свои изыскания. Я думаю,
что наш университет, значит, я имею в виду МУПИ, в этом году мы, наверное, не успеем, а в следующем году мы дадим заявку на имя правительства Чеченской Республики, чтобы они позволили изучить вот эту местность. Вот. И мы, значит, в буквальном смысле своим оборудованием посмотрим и постараемся найти артефакты, относящиеся до диков. У нас есть некоторые артефакты. На руках я имею в виду. То есть то, что нашли краеведы, любители. То есть я показывал уже водяные трубы керамические, другие коммуникации, керамика, кувшины разные, кости разные, окаменелости разные есть у нас. Именно найденные в этой местности. В этой местности. Это и сейчас ребята, значит, нам подсказывают, где что. Вот вон в тех местах, вот где Ахмад-Юрт, дальше вот в ту сторону, Бачи-Юрт, покажи вот эту сторону. Там недавно найдены очень интересные кости. Вплоть до костей мамонта. Вот в чем дело. Это очень интересные места. Они, вот эти мамонты, кенгуру, жирафы. В Дагестане же этот человек же нашел артефакты, и у них же, у этого краеведа, любителя же, лежат некоторые вещи. Есть окаменелости, а есть натуральные кости.